Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В этом году республика отмечает столетие образования физкультурного движения в Якутии. Уже в начале года в Якутске состоялся первый этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Кубок главы республики». Совсем скоро в Кузбассе пройдут вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые родом из Якутии. Какова будет полная картина этого года в плане спорта и физической культуры, мы поговорим с гостем студии Александром Бугаевым, заместителем министра по физической культуре и спорту республики. Александр Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Какие планы намечены, какие спортивные мероприятия пройдут на территории нашей республики в этом году? Да, вот уже как было сказано, да, в этом году не только в нашей республике, но и в нашей стране отмечается столетие физкультурного движения. И в связи с этим принят ряд нормативных документов. У нас сегодня утвержден план мероприятий. Намечается очень много спортивных соревнований, мероприятий. Да. Также мы будем проводить съезд, очередной съезд работников физической культуры и спорта. Мы будем в течение года чествовать наших прославленных ветеранов спорта. Да. Планируем выпустить документальный фильм здесь, да, вот на НВК «Саха», значит, о истории развития спорта в нашей республике. Издадим юбилейную книгу, посвященную столетию физкультурного движения. Так, что касается мероприятий, значит, в этом году будет проводиться 14-я спартакиада по адаптивным видам спорта, да, это в июле месяце в Амгинском улусе. Также мы будем проводить традиционно наши международные соревнования по вольной борьбе. Это памяти прославленного тренера Дмитрия Петровича Коркина в сентябре, то есть, да, и тоже среди молодежи международный турнир по вольной борьбе памяти прославленного олимпийского чемпиона Армана Михайловича Дмитриева. Сейчас вот решается также вопрос в апреле месяце о проведении первенства России по вольной борьбе среди молодежи до 21 года. Да, это тоже очень официальное крупное мероприятие. Ну и вы, как уже отметили, вот недавно мы провели первый этап Кубка России по шахматам. Да. Ну и, конечно же, все муниципальные районы тоже будут проводить мероприятия, посвященные столетию физкультурного движения. Вот, согласно календарному плану, у нас республиканский календарный план, более 500 мероприятий. Да. И так или иначе, все эти мероприятия они будут приурочены к этой юбилейной дате. В общем, спортивных мероприятий будет достаточно, да? Как идет подготовка нашей сборной ко вторым международным спортивным играм «Дети Азии», где проходят учебные тренировочные сборы, и по каким видам спорта мы участвуем? Ну, я хочу начать с того, что мы вот в конце января, вот недавно мы зажгли на Ленских столбах огонь игр «Дети Азии», да, в стужи и морозы, да, минус 53 была температура. Значит, ну, соревнования до игр осталось совсем ничего. Значит, с 24 февраля по 5 марта будет проводиться в Кемеровской области одновременно по 4 городам. Значит, ну, всего по программе игр «Дети Азии» 10 видов спорта. Но наши ребята, наша команда будет участвовать по 6 видам спорта. Ну, если теперь перечислить хоккей, фигурное катание, сноуборд, горнолыжный спорт, так, шорт-трек и фигурное катание. Так, всего у нас участников 62 спортсмена. Они сейчас проходят последние этапы подготовки. Они все находятся по разным городам. Допустим, хоккеисты наши в данное время участвуют в первенстве Дальнего Востока по 2 городам. Южно-Сахалинске и потом во Владивостоке будут участвовать. И оттуда сразу в 20-х числах, в начале 20-х чисел, 22-го полетят в Кемеровскую область. Да, значит, ну, помимо этого еще есть как показательные виды спорта, да, вот организаторы включили показательные виды спорта, это тоже оригинальный вид спорта, можно сказать, да, это волейбол на снегу, и, ну, вне зачета это будет проводиться, да, и наши ребята тоже, команда по девушкам и команда по юношам тоже планирует выехать, да, участвовать тоже в этом показательном виде спорта, и то у нас получится 70 спортсменов. Ну и да, сейчас вот самые последние этапы, и уже начиная со следующей недели уже они начнут по видам спорта выезжать в Кемерово, да, чтобы уже последнюю подготовку, последнюю тренировку проводить именно на местах проведения соревнований, ну, чтобы уже акклиматизироваться и уже, как говорится, ознакомиться уже с трассой, со льдом там и так далее, да, вот чтобы было
ну, чтобы удобно было участвовать. А расскажите о реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Какие конкретные вопросы решаются благодаря данному проекту? Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» он в России реализуется уже с 2019 года. И на протяжении 4 лет проделана огромная работа. У нас сейчас стоит огромная задача увеличить количество систематически занимающихся в нашей стране, в республике, в 2024 году до 55%. Да. И благодаря федеральному проекту у нас в республике строятся спортивные объекты, во-первых, да, уже достаточно много объектов построено, это как и в Усть-Салданском улусе, да, и в поселке Жатай. В этом году у нас также по программе начало строительства 2 объектов. Это здесь в городе Якутске физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Это вот на Воинской, да, в новом микрорайоне. И начало строительства физкультурно-спортивного зала в поселке Кысылсыр Вилюйского улуса. Так, ну и другие объекты строятся благодаря другим программам, инвестпрограмме Республики Саха-Якутия. Также по федеральному проекту мы ежегодно получаем комплекс оборудования комплекса «Готов к труду и обороне». На сегодняшний день уже 30 муниципальных районов уже обеспечены таким оборудованием. И дальше в этом году мы получаем еще дополнительно 5 таких оборудований. Получаем также мы ежегодно инвентари, да, и адресная финансовая помощь для республиканских спортивных школ, да, и отдельно для республиканских спортивных школ Олимпийского резерва. Эти средства юные спортсмены могут использовать, ну, как и на выезд, да, на витаминизацию, на экипировку. Да. То есть вот ежегодно вот, плановая поддержка со стороны вот, федерального проекта идет, ну, планомерно. В Якутии успешно прошел первый этап Кубка России по шахматам, Кубок главы республики. Кто стал победителем и какой уровень показали шахматисты из Якутии? Да, действительно, это в истории спорта нашей республики это невероятное событие было. Да, впервые вообще мы провели столь крупные официальные соревнования именно по виду спорта шахматы. Да, это, по сути, является первый этап Кубка России. Да, первый этап Кубка России, и он у нас назывался Кубок главы Республики Саха-Якутия по шахматам. Было участников более 60 спортсменов. К нам приезжали 5 самых таких, ну, лидеров, скажем так, да, нашей страны, международные гроссмейстеры по шахматам. Ну, достаточно высоко оценил организацию проведения данных соревнований Владимир Барский. Он является заместителем исполнительного директора Федерации шахмат. Он тоже является международным мастером, сам тренер и журналистом, да, который вот, в России освещает вот, именно вот, развитие шахмат в нашей стране. Ну, что касается занятых мест, значит, ну, пьедестале призеров, на первом месте занял тоже очень опытный международный гроссмейстер из Москвы Борис Грачев. На второй ступеньке пьедестала 16-летний молодой гроссмейстер, да, тоже восходящая звезда шахмат нашей страны, да, я думаю, и в мире, это тоже с Московской области Владар Мурзин. И на третьей ступеньке пьедестала тоже международный гроссмейстер, значит, Михаил Кабалья. Лучший спортсмен, представитель нашей республики, это Дмитрий Егоров. Он тоже здесь у нас в республике является одним из лидеров шахмат. Да, он сам является 6-кратным чемпионом республики. Он занял 6-е место. Я тоже думаю, что вот при такой высокой конкуренции это тоже неплохой результат для спортсмена. Да. Ну, надо отметить то, что благодаря проведению вот, столь таких крупных официальных соревнований определенно даст большой толчок именно в развитии шахмат нашей республики. Вы знаете, что вот шахматы, они являются вот постоянно в программе входят игр «Дети Азии». Да? Мы в следующем году, в 2024 году тоже будем проводить 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». У нас в республике работает, функционирует республиканский шахматно-шашечный центр, где тоже круглогодично наши юные спортсмены, да и взрослые тоже тренируются вот, по шахматам, поэтому у нас, можно сказать, уже второе дыхание обретает, да, шахматы. Я думаю,
еще будет, ну, результаты будут. И на закрытии, кстати, глава республики объявил о том, что эти соревнования мы будем проводить в республике ежегодно. То есть мы в этом году наверняка будем выпускать какой-то нормативный акт, да, чтобы уже, как говорится, уже включить, ну, в госбюджет, в единый календарный план. И ежегодно, я думаю, мы будем проводить первый этап Кубка России здесь у нас, в Якутии. В своем ежегодном послании глава Якутии Сэн Николаев поставил задачу по расширению поддержки спортивных достижений, в особенности в детском и юношеском спорте. Как ведется работа в этом направлении? Значит, в конце 2021 года, значит, в Российской Федерации вышел документ, это концепция развития детского и юношеского спорта Российской Федерации на период до 30 года. И мы в начале прошлого года, в марте, тоже выпустили программу, да, программу развития детского и юношеского спорта, тоже на этот же период до 30 года. Сейчас очень большое внимание уделяется именно развитию детского спорта. Да, и также это прописано тоже в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, в Республике Саха, Якутия. Да, и вот в своем послании глава республики Сэн Сергеевич Николаев тоже поставил задачу именно вот по развитию тоже массового детского спорта. Да. В этом году мы совместно с Министерством образования и науки будем открывать школьные спортивные клубы абсолютно во всех школах нашей республики. Да. Будет среди этих клубов проводиться соревнования по лигам, да, по тем или иным видам спорта. У нас среди детей в нашей республике культивируется более 90 видов спорта. Да. Есть, конечно, среди них и базовые виды спорта, поэтому развитию именно вот детского и юношеского спорта и вообще в целом от дальнейшей государственной поддержки именно вот детского спорта будет уделяться еще больше внимания. Да. Ну, и как мы видим, вот, буквально вот скоро, как уже сказали, поедут дети и на игры Дети Азии зимние, да, поэтому в этом плане работа будет еще идти, ну, еще глубже, да, и еще усиленными темпами. Угу. Ну и последний вопрос. Как вам удается поддерживать себя в форме? Да, ну, конечно, я стараюсь, если время есть, посещать спортивные объекты наши, да, но, конечно, в силу того, что у нас, ну, времени, особенно в последнее время, мало, да, поэтому иногда не удается, значит, выходить, ну, посещать спортивные залы, но по выходным, буквально я вот прошлые выходные тоже с семьей мы посетили плавательный бассейн Самородок, да, то есть в выходные обязательно там спортивный зал, либо тренажерный зал обязательно стараемся посещать. Александр Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.